Пойду поснимаю в аэропорту. Думаю, сейчас тут по-любому кто-то будет мне это запрещать делать. Ну, посмотрим, в общем, чем это все закончится для меня. Вон туда вот к окошку, видите, полиция. Вон полиция. Да, заявление там напишите. Посмотреть. Кому оставить? Да здесь оставьте, потом заберете. Не думаю, что не приведут. Ну, как-то мало. Хорошая штука. Главное, против ветра. Ну да, надо по ветру встать на всякий. Не дай бог, всякие бывает, не бывает. Да и от собак тоже. Бывают люди опаснее. Прилет. Медпункт. Камеры хранения, пожалуйста. Я нахожусь в аэропорту. Пока никаких запретов нет. Есть аптека. Закрытая, к сожалению. Уважаемые пассажиры, в целях вашей безопасности запрещено провозить на борту воздушного судна взрывчатые, отравляющие, легко воспламеняющиеся, радиоактивные и другие опасные вещества и предметы. Понятно? С бомбой нельзя в самолет. Клевая информация. Жаль, что на второй этаж нельзя подняться. Это сейчас поинтересуемся, может быть, можно как-то. Ну, авиакассы, куча кассы. Скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а как можно на второй этаж подняться? Что-то там закрыт эскалатор. Вот по лестнице. А, по лестнице можно. Вот лифт может работать. Ага, спасибо. Работает. Работает лифтец. Поднимемся на второй этаж. 13 человек, 1000 килограмм грузоподъемности. Ну вот, но пока что тут все закрыто, походу. Информация для пассажира имеется тут.
Вид на наш прекрасный город. Картина называется «Конь с яйцами». Вот такой вот у нас город красивый. Куча картин. Жаль, ювелирный закрыт. Тут вообще очень красивые вещи продают обычно. То есть все пока прикрыто. Видимо, я рано пришел все-таки. Музей авиации в миниатюрах. Ну вот, ребят, клевая экскурсия сегодня у нас получается. Ну, я считаю, что с ребенком сюда прийти вообще клевое дело. Пассажирский. Крутой самолет какой-то. Такого не видел, правда, ни разу. Пингвинчик. Уважаемые пассажиры, будьте внимательны при пользовании эскалаторов. Соблюдайте правила безопасности. При замеченных технических неисправностях или угрозе жизни и здоровью пассажиров просьба незамедлительно сообщать по телефону 49 1307. Для Так раньше выглядел аэропорт. А до этого вот так выглядел аэропорт. Я еще помню. И вот так выглядел даже аэропорт.
жесткая. Награды, награды. Вот какие они молодцы, оказывается. Мотор. Ничего себе мотор. Ладно, в часовне я не буду снимать. Ну, в общем, аэропорт в Якутске, ребят, выглядит так. Пустой, полно места. Сиди, кайфуй, не хочу. В других городах специально убирают места вот эти сидячие, чтобы люди ну, сидели в кафешках, ну, и оставляли там свои денежки. А тут видите, сколько мест. То есть свободно все помещаются. Да и кафешки тут раз-два и обчелся. Вот как-то так выглядит аэропорт. Очень клево. Очень круто. Высокие потолки, дышать свободно. Куча сувениров якутских. Можно что-нибудь прикупить там, летая. Вон еще самолетики висят. Красивые. Он какой огромный. Крутяк. Пойдем поснимаем, что там происходит. О, а там, по-моему, продуктовый магазин. Массажное кресло. А что, закрыто, да, девушка? А написано круглосуточно. Не понял. С 15:00. Перерыв. То есть еще еще 20 минут до перерыва. Ладно, зададим вопросы. Еще самолетики. Наш красивый новый аэропорт. Офигенный, крутой. Ну, пойдем в международный зал. Посмотрим, что там. В международном зале что творится. Кто куда летит, посмотрим. Во сколько и когда.
кто-то там пытался сказать, что я снимаю на камеру, но я не обращаю внимания. Продолжаю съемку дальше. Никому не мешаю. Борочка идет. Здравствуйте. А для какой цели вы снимаете? Ко мне обращаетесь? Да. Представьтесь, пожалуйста. Сержант полиции Лопатюк. Как еще раз фамилия? Сержант полиции Лопатюк. Я для личных целей снимаю. Для Показать, личных да, целей? людям, какой у нас красивый новый аэропорт. Просто нельзя как бы снимать там. Не, нет такого закона, вы ошибаетесь. Подойдите, пожалуйста. Покажите табличку. Фото, видео, снимки запрещены. Ну, эта табличка неправомерная, я вам могу сказать, она не может быть важнее нашей Конституции, а Конституция нам разрешает это делать. Ну, вам-то, я вам объясню, вы-то сотрудники полиции, вы же должны это знать. Ну, это мы понимаем. Ну вот, Просто ничто не видеосъемка может быть запрещена. выше Конституции, понимаете? Вы за Конституцию хорошо знаете еще. Отлично знаю Вот, наизусть. видите, Хотите, фото я и вам видео тоже дам, запрещено. посмотрите, почитаете 15 статью о том, что Конституция это высший юридический Не документ. просто так написано. Не, ну мне как бы все равно, что там Замечание написано. сделают. Ну вы сделали, ну вы попросили меня остановить, я вам отказываю. Если Да, у вас сами есть пройдемте, какие-то, пожалуйста, на в основании полицию. чего я должен куда-то пройти? Проверка личности вашей. Для чего? Ну, а может быть, это Основание моей проверки, моей личности. Можно? проверить ваши документы. Для чего? Ну, для какой Ну вот цели вы снимаете? должны документы проверить на основании чего. Там есть 4 пункта. Вы вот сержант полиции, вы должны знать 4 пункта, Не, а по которым вы имеете право проверять мои Ну, документы. а для То есть какой либо цели я вы подозреваюсь в чем, я вам объяснил, для Вы не личных целей. подозреваетесь. Ни в чем не подозреваюсь, я ничего не нарушил. Понимаете? Я ни нарушаете одного сейчас. закона не нарушил. Это незаконные требования. Вот эта табличка является незаконными требованиями. Понимаете? Это незаконно. Она противоречит Конституции, и ни одно ваше Ну, а требование для не какой- может вы для противоречить своей личной Конституции. цели, да, снимаете? Да, для своей личной. У меня канал на Ютубе, я людям показываю, какой у нас клевый аэропорт. Вы Крутой сами новый оттуда? аэропорт, да, местный, якутский. Нет, ну это нужно через наше начальство. Не, ни через кого не нужно, у меня есть Конституция, я вам еще раз говорю. Я могу вам показать Конституцию, вы сами прочитаете и убедитесь, что я ни у кого ничего не Хорошо, должен но спрашивать. Это не мы вешаем, это наше начальство. Ну, если это вот в Конституции пропишется, что вот, Но откуда наше я не начальство могу. это берет? Ну, значит, ваше начальство же не может стоять выше Конституции, правильно? Выше нашего правительства. нужно Ну к вот, ним правительство обращаться. говорит одно, а ваше начальство другое. Кому я должен верить? Ваше начальство Начальство должно, это их аэропорт. может только вам запрещать что-то делать. Согласно уставу своего предприятия, вас Да, нанимают на согласна работу, и вы с тобой, они соглашаетесь. запрещают Нет, пассажирам это они не могут запрещать пассажирам что-то делать, понимаете? Они нам не начальство, они нам никто. Это просто магазин по продаже услуг авиаперевозок, понимаете? понятно. И не может мне хозяин магазина что-то запрещать, то, что мне не запрещено законом. Я закон не нарушаю, ничего не приступаю, я спокойно себе реализую свое право на свободную добычу информации. Нет, я не должен ни у кого ничего спрашивать. Вы вот дышите, вы начальство спрашиваете. Поверьте, Нет, это скоро же так ваше- и будет. Это же ваше право дышать, да, Я находиться понимаю, и пожалуйста, жить. но просто если что-то будет, вы у нас как бы просто могут по камерам просмотреть, что вы это делаете. Ну, они пусть смотрят, там какие-то Пускай меры тогда пусть подходит к вам, принимают. да? Да, пускай ко мне придет начальник, покажет мне правовой акт, на основании которого я не имею права здесь производить фото- и видеосъемку. А У вот нас- эта вот табличка, она неправомерна. Можно сейчас заявление вот полицейскому передать о том, что неправомерная табличка находится в общественном месте и запрещает нам снимать. Как это? Что это значит? Запрещено снимать. Я просто разлял. Раньше же клево было, помните, когда тут было прозрачно? Ну, видно было, Сейчас вообще... видно было, кто что с Китая привез. Так что я буду продолжать, наверное. Извините. Короче, можно что-то купить, похавать здесь, попить. Кофейку можно шлепнуть. Возьму-ка, наверное, кофейку. Так, кофеек, американо, 32 рубля. Недорого.
Да, да. Но именно об этом и блог, короче, Да? о том, что нам Ну, типа в торговых запрещают. центрах, во всяком таком? Да, запрещают нам пользоваться нашими правами. Чё к чему вообще? А это аэропорт не режимный объект? Нет, если был бы режимный объект, Ну, только внутри вот там, типа... нас бы тут под расписку впускали бы. Окей, Если понял. был бы режимный. Интересно. А так-то это место массового посещения людей, значит, считается А общественным. что, где еще был в ТРК снимал? Везде вообще снимал. Я думал, в ТРК и в Азии должно быть нормально, там без претензий, да? Или Э, специально вызываешь люди, Слушай, да, я вот, короче, грубо говоря, просто иду, снимаю, вот кто-то делает замечания, я начинаю с ними спорить, ну, потому что Что, как у тебя канал их называется? требования. Антизапрет.ру называется. Запрет РУ? В Якутске, короче, да? Да. В Якутске, знаешь, что это? По дорогам, мне кажется, надо этим заниматься. Или ты общественной деятельностью? Ну да, полностью, да. Ну там это же жесть. И по дорогам, вот у меня там видюха есть, где около суда, там работники суда поставили свои тачки, да. Прямо под знаком остановка там, стоянка запрещена, короче. Прямо стоят. мне Тут же, кажется, алло, Гаина, иди сюда, вот все снял. Тут же им по пятихаточке выписали, идите воруйте. Не, а что, почему нам-то выписывают простым гражданам, а они что у нас, зеленые что ли или что? Такие же, как мы, граждане. А тут, мне кажется, Типа жестко. того. А здесь этот рынок не тронутый здесь. А мне кажется, знаешь, что, короче, ну, как сказать, жесть, как бы люди будут очень остро реагировать, мне кажется. Да, там такие комменты просто. Там Там такие комменты просто. Ты ублюдок там, мы тебя поймаем, короче. Ну там в магазинах, где снимаешь неадекватных людей, там, которые там хозяева магазина, знаешь, которые думают, что там 20 метров у них есть квадратных, и они, короче, крутые там. И ты им просто объясняешь, что крутой здесь ты, короче. Корона не у них, а у тебя, потому что бабки у тебя в конечном итоге. Как бы они предлагают свои услуги, да, на моей стороне закон, я пришел повыбирать, я могу снять, запомнить, зарисовать, записать Что, там. давно этим занимаешься? Да не, недавно, буквально там пара недель, короче. Ну, а с чего решил вообще? Просто по приколу для себя? Да не то, что по приколу, а, короче, как-то раз купил там продуктов, короче, там наполовину гнилятины надавали. Ну, гнилых, короче, половину дали. Я пришел туда, ну, как лошок, там, вернуть, короче. Мне говорят, иди, воруй отсюда. Здравствуйте. Можно ваш посмотреть паспорт? А вы кто, простите? Сержант полиции. Можете представиться, сержант полиции? Лицо только мое не снимаю. Не, лицо не снимаю, хотя могу это делать, но я не хочу снимать, мне не интересно ваше лицо. Мне достаточно номерного знака вашего Знаешь, и что- удостоверения. Можно ваше посмотреть? Да, пожалуйста, конечно. Спасибо. Ну, только не на камеру. Сержант полиции Лазовский Александр Вячеславович. Младший инспектор по досмотру. Ясно. А есть основания какие-то досматривать Да, меня? у меня есть основания проверить Ага. ваш документ, А потому какие что по основания Гражданскому можно? кодексу Российской Федерации Ага. гражданин Российской Федерации обязан предоставить документы сотруднику То есть, полиции. если у меня их с собой нет, Ну, со слов тогда. Пойдемте ну, проверим меня по зовут ПЦ и Тивасян БД. Овсен Левикович. Можете по Вы рации... гражданин Российской Федерации? Да, гражданин Российской Федерации. Ну, как Не я могу слышно? определить? Не знаю. Водительский, может, у вас есть? Нет. Какие-нибудь документы? Да у меня есть с собой документ. Я хочу законные основания для того, чтобы вы проверили у меня документ. То есть здесь там 4 пункта в законе о полиции, по которым сержант полиции там или ППС, да, может проверять у граждан документы их. Или устанавливать их личность. То есть либо вы хотите какой-то административный акт на меня составить, Нет, ничего либо я в чем-то Обычная- подозреваюсь. обычная Подождите, проверка. нет, обычная проверка это не основание. Либо я в чем-то подозреваюсь, либо кто-то утверждает, что я совершил какое-то преступление. Нет. Только так можно проверить мои документы законным способом. Почему Понимаете? нет? Потому что вы гражданин Российской Федерации. Да, я вы гражданин обязаны- Российской вы Федерации. обязаны Я не предоставить обязан с собой паспорт. носить документы, потому что у нас Как сейчас это? не военное положение, и я не нахожусь на территории другого государства. Я не обязан с собой иметь Вы документы, знаете, да, понимаете? кодекс Ну, Российской Федерации? чуть-чуть, да, ну, Чуть-чуть. Вы интересуюсь. можете показать мне вот эти 4 пункта? То есть вы не знаете, Нет, да? я знаю. Ну, потому что, тем вы более, же- тогда зачем мне Нет, вам показывать, я если знаю. вы Нет, сами его ну, знаете? Вы же, может, его придумали даже. То есть вы сомневаетесь в этом? Нет, я знаю об этом. Ну, раз вы знаете, Ну, в зачем кодексе- мне что-то вам кодексе показывать? Российской Федерации, Подождите, это вы ко мне подошли. Гражданском кодексе. Я же к вам не подошел, это вы ко мне Нет, подошли. нет, И это нет, вы, вы наверное, не должны обращались. мне что-то показать, Я да? показал. Вы показали Показал, свои значит, и вы документы. должны мне показать. То есть вы хотите просто так посмотреть Нет, на ну, мои посмотреть, документы. конечно. От того, что вы посмотрите, что-то изменится? Ну, конечно. Что Подозрения, изменится? Подозрения. Ну хорошо, то есть есть какие-то все-таки подозрения, Конечно, да? есть подозрения. Хорошо, я вам покажу свой Ну, паспорт. Люди не каждый день приходят и снимают весь аэропорт, понимаете? Ну да, ну это неправомерно, Это... ваша табличка. Я могу же Ну, с рук показать, да? Да, без проблем, конечно. Паспорт гражданина Российской Мгм. Федерации. Это, похоже, я. Есть ТМ у тебя?
сейчас КТМ. Можете поинтересоваться. Хотите, нате, вот подержите. Только не порвите, он новый. Просто, В целом, я считаю, что это дело полезно. конечно, дело полезное. Сейчас вот люди... Закон о полиции, да, проверяет документы, удостоверяющие личность граждан, если имеется данные личные основания прикрывать Ага. совершение преступления или полагать, что они находятся в розыске. Ну вот. Вот. То есть Есть я, получается, основания. ну, Вы- нахожусь в вы розыске, то похожи, есть, вы то есть, похожи, то есть у вас понимаете. есть ориентировка, вы можете мне ее Ориентировка предъявить? есть, ориентировка есть в ТМ. Можете мне ее Чисто предъявить, на я поиске посмотрю. есть в Ну электронном да, варианте, да. понимаете? Ну да, давайте Вот. посмотрим на Есть ориентировку. основания для Если проверки. сейчас вот Вы я не согласны буду, с этими основаниями? ну конечно, это же основание, да? Видите? Супер. Есть Значит, основания. я, получается, подхожу под какую-то ориентировку. Правильно я понял? Ну, визуально. Сейчас я посмотрю на эту ориентировку еще. Подхожу я или нет? Ну, я думаю, с моим лицом миллион ориентировок. Стопудово. Только я ничего не совершал никогда и не собираюсь. Пару раз обвиняли незаконно меня в чем-то. Ну, а Мы так, вас не обвиняем уже. на самом деле, я ничего не Возьмите совершал. документ. Тем более на объекте транспорта. Правильно? Ну, это обычное общественное место, я считаю. Просто магазин. Ну, объект повышенной опасности, так сказать. Ну да. Вокзальный комплекс. Вы согласны? Ну да, конечно, это Есть- объект есть- повышенной да, опасности. Есть закон о полиции, есть права Тем полиции. более тогда нужно снимать видео. 27 притоков. Вдруг что-то случится, а у меня будет доказательная база сразу. Раз и все. Я опа, показал Мне видео. кажется, что вы не являетесь пресс-службой МВД, чтобы снимать на деятельность. Правильно? Почему? Я могу деятельность снимать 27 любого притоков. полицейского, потому что ваша деятельность же должна быть открытая, да? Гласная, Публично. придаваться гласности, Ну, правильно? до вашей видеокамеры достаточно видеокамеры, которая Ну фиксирует вот, аудио и а видео я-то запись. как должен убедиться в этом? Вот тем более, да, что ваши же камеры меня снимают. Я же разрешения не давал. Но меня Камеры снимают, общественные. потому что мы в общественном месте, правильно? Вот на этом же основании я произвожу съемку. Точно так же. Режимный объект находится. Режимный объект здесь? да, это Вы знаете, что такое режимный объект? это аэропорт. Посмотрите, Молодой вот человек, здесь вот. я вам сейчас еще раз Заснимите свою объясню. палату, Вы знаете пожалуйста. правила попадания человека на режимный объект? Я вам объясняю, режимный Вы мне объект. объясняете неправильно, вы ошибаетесь. Я не ошибаюсь. Вы ошибаетесь. На режимный объект люди попадают под подписку о неразглашении. Я вам вот что скажу. А мы сюда попадаем. Здесь место массового пребывания людей. Подождите, Видите, там какой фото и режим? видеосъемка Да это запрещена. неправомерная табличка. Но это вы обращаетесь в администрацию, хорошо? это- Зачем мне обращаться? Я делаю то, что я делаю. Если у вас есть что-то ко мне применить, административные какие-то меры, вы примените, Сотрудник я у вас посмотрю. проверяет документы. Пусть проверяет, он уже вот сколько стоит с моими документами. Позвони туда. Все круто, я могу забрать свой паспорт? Позвоните. Если податься не отвечает, долго будет. Тем более это публично будет. А так, чтобы Хотите, разглашать я вас, персональные данные, хотите, я вам покажу такую штуку, да? как вы позвоните, пусть продают. Что это? Ну вот, возьмите, посмотрите. Я только что со второго отделения полиции иду, просто там тоже устанавливали мою личность. Ну вот, А что заверено я как? никак... Ну, наверное, второй отдел полиции, да? Не я же это вот написал. Ну, там заверено, нет? Чем? Как, копия это или что? Уведомление просочите. Ну, бланк официальный, а есть? А? За час уже можно тормозить? Нет, я просто был недавно во втором отделе полиции, и там моя личность установлена, и что против меня там неправомерные действия, как раз по этому моменту, что мне запрещали съемку. То есть это называется самоуправство. Вот сейчас вот эти все люди, которые мне запрещают съемку, попадают под административную статью самоуправство. Не, я лица не снимаю, мне это не интересно. Алло, ладно, давай по салону. Ну так, чтобы вы видели, это вот Кому законно. кому-нибудь даем, но гражданин срочно надо. И самое прикольное, я такие ролики же тоже смотрел. Всегда же в ступор, ну, люди входят, Мгм. потому что, ну, как бы необычно встретить такое, знаешь, и как Ну бы, да, ну да. что с этим делать? Или, ладно, иди, короче, делай, делай. Ну обычно так и выходит. Полиция сейчас должна на мою стать защиту, на защиту моих прав граждан. Конституционный. Понимаешь, да, они должны действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Да, я знаю. О правах и, ну, и свободах граждан они должны разъяснять сейчас. Сейчас они должны Администрации, пойти в короче. администрацию и сказать, чтобы они убрали what the fuck, да, действительно. Вот эту вот табличку. А они, получается, ну, руководствуются приказами данного вот, Ну, интересно, данной в администрации. аэропорты это все равно какие-то, по-моему, специальные места. Нет, знаешь, это просто место повышенной опасности, Да. да, и тем более я могу сделать здесь видеозапись для того, чтобы, ну, при случае чего-то, чё кого, да? да, чтобы у меня была доказательная база, что я абсолютно адекватно стою, общаюсь. 86-го года.
То есть вот человек мне запрещал в общественном месте видеосъемку, Но видите? это же был не сотрудник полиции. Какая разница? Ну, Никто это не был- имеет права, ну, нарушать правила мои, понимаете? Это Ну, правила, это по правильно, которые да. придумал, ну как сказать, президент. Правильно? Магазин, И мы им который- должны всем подчиняться. А чем отличается аэропорт от магазина? Здесь продаются авиауслуги. Больше ничего. Да, здесь Ну, продаются снимайте авиауслуги. коды. Могу. Это слишком подозрительно. Могу. Чё, ну, понимаете? вы подозреваете, вы выясняете, Да, без выясняем проблем. щас. Я вам паспорт дал в руки, дал вам вот целое заключение о том, что все мои действия законны. Можем полагать, может, вы решите. Ну, вы можете подозревать меня в чем угодно, понимаете? Как и я точно так же могу подозревать вас в чем угодно. Но это всего лишь доводы и догадки, они ничего не значат. Все, что лучше это перестраховаться. Это же Хорошо, наша что вы, работа. хорошо, что вы бдительно к этому относитесь, но я вам вот объясняю, как по закону оно положено. Чтобы вы в следующий раз не ошибались и точно так же, ну, не нарушали права Да, у нас других уже, граждан. поверьте, у нас неоднократно такие случаи были, что, Да, на Федора Попова. допустим, мы заводим, да, для выяснения. Это было, а сейчас Да, вот. да, да. Ну, у вас паспорт еще по-старому стоит, поэтому. Допустим, устанавливаем личность, да, гражданин Вот, начинает смотрю. снимать, да, допустим, в комнате полиции. Тем самым он уже Не запрещает. Нет, смотрите, в комнате полиции, да, могут быть данные чьи-то личные. Понимаете? Не, То просто есть чьи-то уже- личные данные. Я там снимать не имею права, потому что там хранятся чьи-то личные данные. Нет. Ничего не имею. Абсолютно чисто. Паспорт новый, да? Всего доброго. Ну вот, в принципе, вот так как бы и проходит. Если вы не в розыске, то можете спокойно продолжать свою деятельность на территории аэропорта. То есть хорошо, что они реагируют, хорошо, что они интересуются, мало ли, по какому поводу люди производят видеозапись. То есть все как бы в рамках закона, люди подошли, представились. Точно так же объяснил законность своих действий. Все поняли, никто не спорит. Думаю, миссия аэропорт окончена. Можно ехать домой, отдыхать, выкладывать. Всего доброго, увидимся в следующем видео.